Сегодня у меня на масляном сервисе вот такой вот Prius Alpha. Моем 109-кой химией. Движок маленько. Сейчас будем масло менять, переход делать с 5В30 на 0В20, ну и заодно движочек чуть-чуть помоем. Вот делаю диагностику Альфард, 18 год. Просаживаю батареечку, смотрю, какие элементы слабые, какие сильные. А так вообще аппарат офигенный. Ну, панорамы нету, но вот такой вот салончик красивый. Сидишь как в 200-м крузаке. Чисто семейный автомобиль. Вообще крутой. Батареечка держится минуту 24 уже. Максимально минимальная пара нормально держится. Разбег минимальный. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, ребята, всем привет. Продолжаю работу. В общем, приехал ко мне вот такой сегодня красавчик. Это у нас Lexus CT200H. Приехал он ко мне на чистку EGR. Также батарейку будем пробивать полностью по элементам на емкость. Ну и заодно обслужим ее. Автомобиль очень клевый, такой маленький, красавец. Но это по сути Prius 30. Все то же самое. Начинка вся егошняя. Все полностью, вся подкапотка Prius 30. Vся система гибридная Prius 30. Единственное, что это лакшери Prius 30. Вот. Это уже дорогой сегмент отделки. Отделка у него более дорогая, качественная. У него лучше шумка должна быть, по идее. Вот. Пластик какой-то чуть-чуть другой, немножечко видоизмененный. Ну и вот у него все какое-то оно... Такое ощущение, что у него даже металл потолще будет, что ли. Как будто покачественнее сделан. Ну а так, багажник, конечно, у него очень маленький. Вот такой вот. Ну, если брать это чей автомобиль? Это можно автомобиль такой, девушка может его купить запросто. Вот. Девушка может приобрести, студент какой-нибудь, у которого, конечно, бабки есть. Ну, а так она стоит-то, в принципе, нормально. Ну, 1 300 000 она где-то начинается, по-моему, да. Они вот так вот. Ну, Prius 30 где-то так же начинается. 1,5 миллиона он может в хорошем состоянии. До 1 700 000 выходить запросто. Вот. Более свежих годов уже. Ну, а так, вот это такая машина крутая. Они бывают на люке. У них есть комплектация F-Sport. Это вообще полный фарш там будет. И люки, и панорамы, и кожа. Сиденья кожаные. Здесь, по-моему, обычные сиденья. Да, здесь обычная тряпочка. Вот такая, велюр. А есть кожаные сиденья, прям с подогревом. Комбинированные. Мультируль. Интерьер у него вообще красивый. Не убогий совсем даже. Вот такой вот. Тут есть... Но если брать, его включить надо. Сейчас я посмотрю. Ключи где-то у меня были. Сейчас покажу примерно, что у него за фишечки есть. Не как в Prius 30. В общем, у него вот такая уже панелька более качественная. Пластик более гладкий, качественный. И здесь у него своя родная встроенная магнитола, которая не замещается в принципе. У него даже под диски есть здесь вот выемка. Вот. И когда его заводишь, у него вот так вот выезжает экранчик. Ну, конечно, экран качества 80-х годов, так как на Денди, можно сказать, все такое. Но тем не менее, он вот так вот управляется с помощью вот такого рычажка. Здесь есть вот такой вот кнопка Enter. Кнопка Enter можно управлять. Вот, допустим, нажал, чик, Enter нажал, он заходит. Надо гибридную систему посмотреть. Зашел вот сюда, по-моему, вот это вот, здесь данные. Вот как машинка заряжается, все показывается. Вот такая тачка, в общем, крутая. У него уже более современное табло оптитронное, не как на Prius 30. Ну и рычажок вот здесь вот у него, переключение передач. Все, в принципе, то же самое, но я говорю, просто машина более качественно сделана, намного. Чуть меньше места, чем в 30-ке, конечно, но зато летит она как пуля.
И у нее, между прочим, хорошая балансировка кузова. Он лучше сбалансирован, по-моему, чем Prius. Потому что он как-то у него немножко зад покороче, передок чуть-чуть подлиннее, и он такой весь сбалансированный. Сейчас будем смотреть, что здесь с батареечкой, в принципе. И на стенд мы ее на операционный стол положим и будем смотреть, что там. По EGR, по техничке он, я говорю еще раз, он 30-ка полностью сделан на базе егошней. Но что купить лучше, я посоветую 30-ку или этот автомобиль. Я считаю, что этот автомобиль будет получше намного. Вот если брать чисто для себя тачку, если ты один, не семейный или еще что-то, то вот такая машина вообще будет просто идеальная. Проблемы все те же самые у него. Иногда помпа выходит из строя. Жидкостя менять надо. Часто двигатель тот же самый 2ZR FXE, тоже коксуется. Вот. Ну, в принципе, если ухаживать, масла нормальные заливать, все будет хорошо. Вот такой вот сети 200 у нас на обзоре, микрообзор. Сейчас буду его ремонтировать. Посмотрим, какая у него батарейка. Это очень интересно. Ставьте лайк, кому нравится наш контент. Будем дальше продолжать такие видосы писать по машинам. И вы узнаете об этих автомобилях не просто от блогеров владивостокских, как их покупают с Японии и все на свете, а как вы столкнетесь еще с такими проблемами. И мы об этих проблемах вам всем говорим. Какие есть проблемы у автомобилей, каких их нету. Вот. Поэтому, ребята, смотрите дальше наш контент, и вы много чего узнаете о гибридных автомобилях. Мы даже пока что об них еще не все знаем. Но я думаю, что когда-нибудь мы все это постигнем. Такой вот грязный клапан, жестко забитый, прям вообще. Вот. Вон сколько грязи. О, он просто не работал. Машина не ехала. EGR, видать, жестко засранный. Масла накидало очень много в коллектор. Вот. Вон сколько масла, его не должно быть там. Заслоночка грязная. Я даже так вижу, что грязная. Сейчас буду чистить. Печка твоя никогда не разбиралась. Вот такие окислы здесь присутствуют. Это все надо будет убирать. Так что обслужить ее по-любому надо было. Здесь тоже кулер весь грязный. Вон, смотри, сколько грязи, бахромы. Батарейка никогда не разбиралась, так как датчики стоят на своих местах. Я их переставлю чуть к середине, чтобы она быстрее набирала этот температуру, считывала, чтобы быстрее кулер включался. Вот, как-то так. А дальше будем сейчас смотреть, разбирать, будем проверять ее по элементам. Так, делаю сетиху, достал от нее батарейку. В общем, контакты вот такие вот грязные, и причем даже пятно контакта вот такое грязное. Вовремя он приехал, в принципе, надо это сделать. Но сейчас буду подключать диагностические приборы, замерять емкость каждого элемента по отдельности, буду ремонтировать батарейку. Ну, смотрим, что надо будет поменять, а может просто перекидку сделать или как. Ну, посмотрим, в общем, какие дела. Будем тестировать. Кулер тоже очень грязный на этом автомобиле. Буду еще сейчас снимать EGR.
Короче, машина на комплексе полном. Батарейка снимается намного погеморройнее, чем в Prius 30. Есть свои нюансы. Ну, в принципе, то же самое практически. Ну, там немножко такой разницы. А так все. Сделано все качественнее намного, конечно. Даже как батарейка, как закреплены эти вкосы по батарее, там куча клипс и всего остального, намного качественнее. Короче, здесь они материалы не жалели, ничего вообще. Сделали, все должно четненько крепиться. Поэтому вот такой Lexus. Lexus он намного качественнее Prius 30 сделан. Это однозначно прям. Даже здесь вот защитка инвертора, все есть. А на Prius нет, там просто голый инвертор. Как-то вообще поприятнее машина сделана, конечно, намного. Сетишка. Все, ставьте лайк, ребята, вот такой обзор. Так, ребята, прошла батарейка от Prius, от Lexus CT200 диагностику. И вот такие вот у нее результаты. В общем, у нее процентность 54, 45, 36, 43, 58, 36, 44, 48, 42, 42, 43, 46, 44, 49, 41, 42, 41, 39, 56, 45, 48, 55, 40, 54, 55, 46, 69, 45, 46. Вот такие у нее показания. Она в принципе не сильно в разбеге в большом. Вот. У нее все приемлемо как бы. Но она очень слабая. У нее 50 где-то примерно. 50, даже 40 плюс, можно так сказать. У нее емкость. Вот. Некоторые полтиннички есть тут. Тут есть и 39. Вот такие вот элементы. Ну, короче, она от 40 идет до 56 примерно. Вот. Почистил так вот систему EGR ей тоже. Клапан был очень сильно грязный. Все поставил. Сейчас надо будет батарейку проверить еще на вот этом стенде. На втором стенде. Это на емкость проверяет, а на этом я просадку дам сейчас, ну и как она работает, как ведет себя, посмотрю на машине как будто бы. Вот. И контакты почистил, от пыли продул, кулер почистил. Кулер сейчас очень чистый, вот такой вот. Все чистенько у меня, все отлично. Вот, сейчас буду все это дело ставить на машину и отдавать клиенту. Такое вот у меня обслуживание было. CT200. Ставьте лайк, ребята. Ну а так, тачка прикольная. Салон весь ей раздербанил. Вот такой салон. Чуть-чуть посложнее, чем в Prius. Батарейка ставится, так как вот эти сидушки надо откручивать. Но это мелочи жизни, по идее. Вот. Такие, ребята, дела. Is a troublemaker. Let's put some gravy on it. Машина ваша готова. Стоит, сейчас обучается. Обучаю дроссельную заслонку и смотрю показания. Должен сейчас раскрыться клапан EGR. Ну, он уже на 2.33 ушел. Сейчас еще поднагреется, еще меньше будет. Ну вот заслонка уже 15.2, клапан 2.27. Это уже нормальные показания. Уже не за 3, а было 3.900, 3.800. Короче, почти что 4 было забитый хлам. Lexus CT200 у нас готов. Все четенько, все работает. Такой вот красавчик.
я сегодня отремонтировал. Клапан EGR был жестоко забит. Машина не ехала. Ну, циркуляции газов не было вообще. Кидала бензин. Ой, бензин, говорю, масло кидала в этот коллектор. Ну а так, машинку собрал, все аккуратненько. Все нормально. Все на свои места встало. Вот что мне понравилось очень сильно в этом автомобиле. У него все намного качественнее сделано. Круче, чем в Prius 30. Даже вот эти полочки. Все как-то сделано так, из каких-то более качественных материалов. Никаких зазоров, здесь все ровненько, все так четко встает вообще. Вот. Все вообще классно. И материалы, конечно, вообще другие материалы, реально. Вот это даже замша или что это такое? Это какой-то велюр, но он более такой плотный. Ну вообще такой приятный, прям как алькантара может. Ну это алькантара как будто бы. Реально. Четко так вообще. Материалы у него очень качественные. Поэтому все-таки Lexus и Toyota это две разные машины, я считаю. Это лакшери, это вообще это крутая тачка. По сравнению с 30-кой это в 2 раза круче. Так что вот такие дела, ребята. Ставьте лайк. Ну а я сейчас пойду отдыхать. Lexus CT200 закончил. EGR чистый. Машина теперь поедет. Батареечку обслужил от пыли, почистил контакты. И теперь эта тачка поедет. Немножко, ну как бы она будет теперь, я и продолжил жизнь, так сказать. Потому что если этого не делать, то быстро умирает батарейки и все на свете. Ну а так батарейка у него, конечно, не очень бомбическая, но она еще побегает. Нормальная. Где-то 40 плюс батарейка. Так, у нас утро. Хозяин приехал забирать Lexus своего. Сейчас посмотрим, как он на новом, ну, на чистом EGR поедет у нас. А так машина крутая, намного круче, чем Prius 30. Раза в 2, да? Не знаю, в 30-м не сидел. Не сидел? Но у него качественнее все материалы. Я вчера даже когда разбирал его, батарейку вот эту все снимал, там все четче как-то сделано, так, все пластик такой крутой. Погоди. Ага. Пластик какой-то прям такой, знаешь, крепкий. Сделано как-то так все. Зазоры лучше. Не как в Prius, там все как-то пофигу. Стоит батарейка, стоит, а тут всякие мембраны защитные, короче, там куча клипс. Разбирается сложнее. Ну а так машина классная, конечно. Так, сейчас газ в пол, если быстро Туда поедешь думать, сейчас. быстро думать будешь, да? Ну сам узнаешь. Ты же помнишь, как она у тебя ехала? Я тебе ничего говорить не буду. Я хочу, чтобы ты сам сказал. Лучше она едет или нет? Ну да, ага, нормально стало. Но она тупила у тебя по-любому, когда Она ты газ тупила, да. нажимаешь. он- Даже вот обороты даже не падали. Мгм, Когда нажимаю педаль мгм. и вот держалась около 3, не Мгм. падал. Это из-за EGR, Из-за- да? Ну да, то, что он глушит, ага. Газом некуда выходить, понимаешь? Ну, да, известно стало. Да, это хорошо едет, уже соточка, бах, как Prius 30. Так-то эти тачки очень динамичные. Вот этот кузов, он, во-первых, сбалансирован здорово, он рулится хорошо. Если честно, мне Ситиха очень нравится. Вот из всех гибридов, наверное, вот этих, которые более-менее... Ну, он уже не считается, наверное, бюджетный, я не знаю. Ну, если его сравнивать с Prius 30, он намного интереснее.
А цена у них практически чуть-чуть разнится. Но Сетиха чуть-чуть подороже всегда была. Ну и как бы не на сильно много она дороже-то. Ну, 1 500 000, да, сейчас она где-то? Примерно. Полтора. Ну, без пробежки, ага. Угу. Я сколько покупал? Я 1 300 000 покупал. 1 300 000. Ты сколько на ней катаешь? С осени. С осени. А, С августа. короче, радует машина, да, так-то? Да, нормально. Ну, батарейку. Сейчас цены хорошие. Через несколько дней, ну, годов, как ты будешь менять, неизвестно, что будет. Я бы на твоем месте купил бы контрактную батарейку. На всякий случай. Если ты хочешь себе тачку оставлять. Не, я долго еще не буду на ней ездить. Ну, коли так, то у тебя диагностики все есть. При продаже ты можешь показать бумагу без проблем. Вот это, да? Да. Ну и как бы там по цене сойдетесь с продавцом. По чесноку у тебя продажа будет. Если что, он тебе даже предъявить ничего не сможет. Потому что бывали случаи, у меня даже было такое, что человек приезжал с батареей, короче, продал своего приуса, а потом новый хозяин ему предъяву кидал за то, что он как бы плохую батарею ему подсунул. Вот, он ему ничего не оповестил, не сказал диагностику, не сказал, не приехали, не посмотрели. Вот. У нас город маленький, здесь продавать машину очень так сложно. Здесь, поэтому лучше, чтобы все было четко. Так, чистка заслонки через 10, да? 10 000, ага. Ну вот, ребята, завершаю контент. Сегодня видео выпустил, ну, по сетишке. Как бы смотрите. Вот такой вот. Когда чистый ЕГР, машина едет лучше. Знайте об этом. Давай. Все, Сетиха уехала. Вот, хондочка стоит такая.